Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Внесены изменения в бюджет и устав города. Запланировано строительство газовой водогрейной котельной и выпуск нового информационного вестника. Депутаты провели заседание Совета. Интинцы получили заоблачные квитанции с корректировкой за отопление и сомневаются в правильности расчетов. Руководство службы Стройжилтехнадзора Коми посетило Приполярье, чтобы дать разъяснения. Горожане недовольны работой управляющих компаний, состоянием дорог, контейнерных площадок, жилфонда. На специалистов коммунальной сферы обрушился шквал звонков с жалобами. Подлость, предательство, неприязнь и презрение в мире подростков. Юные актеры покажут интинцам настоящую драму на главной сцене города. 26 апреля интинские депутаты собрались на 14-е заседание Совета округа 4-го созыва. Из 20 избранных парламентариев в сессии приняли участие 14 депутатов. Представители законодательной власти рассмотрели и утвердили 17 различных вопросов. Большинство вопросов, вынесенных на повестку заседания, носили технический характер. В связи с нововведениями в законодательстве парламентариям необходимо было привести в соответствие нормативно-правовые акты и уточнить ряд формулировок в документах местного значения. Внесены изменения и дополнения в устав города. Полномочия старост сельских населенных пунктов установлены сроком на 4 года. Определен официальный источник опубликования документов муниципалитета. Теперь администрация будет печатать нормативно-правовые акты в информационном вестнике, а не в «Искре», твоей городской газете, как это было ранее. Мы предлагаем определить официальным источником опубликования муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образования городского округа НТА периодическое печатное издание «Информационный вестник», выпускаемый администрацией муниципального образования городского округа НТА. При этом признаем утратившим силу 2 предыдущих решения и 4-м пунктом устанавливаем, что настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в устав муниципального образования городского округа НТА, утвержденных предыдущим решением, где мы укажем реквизиты данного нормативного акта. Депутаты утвердили порядок предоставления муниципальных гарантий, а также внесли изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Это связано с запланированным строительством в Инте ПАУТы плюс газовой водогрейной котельной мощностью 160 гигакалорий в час, стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей. Строительство газовой водогрейной котельной планируется за счет средств филиала Коми ПАУТы плюс и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Срок реализации проекта 23-25 годы. Данный проект решения Совета муниципального образования был рассмотрен и единогласно одобрен на совместном заседании постоянных комиссий Совета города НТА. Прошу рассмотреть и проголосовать. Из государственной собственности городу переданы стационарные металлодетекторы и несколько объектов связи в селе Одзивовом, поселке Кочмис и деревне Роговая. Из муниципалитета республики передано здание, подсобные помещения, земельный участок бывшего детского сада «Светлячок» и трансформаторная подстанция. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в главный финансовый документ на этот год и плановый период до 2024 года. Увеличение за счет средств республиканского бюджета 11 миллионов 14 тысяч рублей. Увеличение доходов бюджета в части софинансирования граждан по проектам «Народный бюджет» почти 165 тысяч рублей. Уточняем расходную часть. Предлагаем отнести на следующие направления. Программа развития экономики 54 760. Это субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы с вами на комиссии говорили о том, что вот мы впервые пошли поучаствовали, нам выделена субсидия, объявлен вот сейчас в мае конкурсный отбор, и по результатам конкурсного отбора будет выделяться данная субсидия. В нашем бюджете предусмотрено 115 за счет средств местного бюджета. На реализацию программы жилищно-коммунального хозяйства выделяется субсидия около 9 миллионов рублей. Эти средства направлены на народные проекты по обустройству источников холодного водоснабжения. Впервые Инта получила грант главы Республики Коми Владимира Уйба на развитие народных инициатив. Также ожидается поступление 75 миллионов рублей на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения по маршрутам движения школьных автобусов. На реализацию
программы формирования современной городской среды предусматривается почти 2,5 миллиона рублей. Субсидия выделяется на благоустройство объектов. Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам, регулярных перевозок пассажиров и багажа. Это у нас новая субсидия, она утверждена у нас в этом году и распространяться будет на правоотношения с 1 июля 2022 года на второе полугодие. Программа муниципального управления 1 миллион 307. Это субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки, а также документация по планировке территорий муниципальных образований. Программа физической культуры и спорта 88 тысяч. Это средства граждан на реализацию народных проектов в сфере физкультуры и спорта. Программа развития культуры и искусства 27 тысяч рублей 700. Это также средства граждан на реализацию народных проектов в сфере культуры и этнокультурного развития. После внесения всех изменений параметры бюджета составили: доходная часть 1 миллиард 780 миллионов 832 тысячи рублей, расходная часть 1 миллиард 780 миллионов 627 тысяч рублей, профицит 205 тысяч рублей. В завершении заседания Совета депутаты заслушали отчеты о деятельности контрольно-счетной палаты, реализации программы противодействия коррупции в Интинском округе и итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по городу Инте за 2021 год. Инту посетила исполняющая обязанности руководителя службы стройжилтехнадзора Коми Ольга Микушева. В рамках рабочего визита она осмотрела несколько городских объектов, которые будут отремонтированы по федеральным и региональным программам. Проведены совещания с руководством муниципалитета, управляющими компаниями, энергетиками, специалистами государственной жилищной инспекции. Отдельная встреча была организована с интинцами, у которых возникли вопросы по начислению корректировок за тепло. Встреча населения с исполняющей обязанности руководителя службы стройжилтехнадзора Коми Ольгой Микушевой организована по инициативе мэра Инты Владимира Киселева. Жители более 100 многоквартирных домов в нашем округе получили квитанции на оплату счетов за отопление с корректировкой. Цифры заоблачные, многим не по карману. Люди возмущены, они не понимают, почему такие большие суммы, и с трудом сдерживают негативные эмоции. Корректировки законные, они предусмотрены порядком расчетов платы за коммунальные услуги, который утвердило правительство Российской Федерации. Корректировки предъявляются в связи с тем, что начисление платы за отопление в течение отопительного периода, например, по 2021 году, осуществлялось по показаниям прибора учета за 2020 год. А оплатить жители должны весь объем тепловой энергии, который зашел в дом в 2021 году. Поэтому исполнитель коммунальной услуги по итогам года сравнивает объемы оплаченной жителями тепловой энергии и с фактическим количеством тепла, которое зашло в дом. И вот эта вот разница, если она возникает, она и допредъявляется жителям. Причем хочу отметить, что разница может быть ведь и отрицательная, когда жители в течение года оплатили большее количество тепла, чем по факту потребили. В этом году корректировка действительно положительная, и обусловлено это тем, что 2021 год был значительно холоднее, чем 2020, по которому жители и оплачивали тепло. Поэтому корректировка такая большая. Но мы с вами понимаем, что корректировка, сказали уже о том, что она, да, законна, но она должна быть правильно рассчитана. И поэтому, когда жители сомневаются в правильности расчета вот этой предъявленной им к оплате суммы, они в первую очередь должны обратиться в организацию, которая предъявила счет, за разъяснениями, почему такая сумма. И если эта организация по каким-либо причинам не предоставила ответ, либо предоставила ответ человеку непонятно, либо он с ним не согласен, тогда потребитель вправе обратиться в адрес государственной жилищной инспекции по городу Инты, либо в адрес службы, мы располагаемся в Сыктывкаре, с заявлением о проверке правильности начисленной и предъявленной суммы корректировки. Мы проверим и в случае выявления нарушений примем меры по обязанию здесь выполнить перерасчет. На данный момент жители более 40 многоквартирных домов обратились с жалобами в Государственную жилищную инспекцию и службу стройжилтехнадзора Коми. Размер корректировки во всех домах разный. Из чего складывается сумма при подаче одинакового для всех объема ресурса, интинцы не понимают.
Сумма корректировки зависит от количества тепла, которое по факту зашло в дом. Дома у нас разные. И, казалось бы, даже по конструктиву два одинаковых дома, но они могут потреблять разное количество тепла. И зависит это от состояния внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в доме. В одном доме управляющая компания следит за данными системами, постоянно регулирует эти системы, принимает меры по энергосбережению ресурса для того, чтобы потребить нужное количество тепла, а не огромное количество тепла, которое потом будут вынуждены потребители оплатить. А в другом доме совершенно другая ситуация, когда управляющая компания и собственники не следят за своим имуществом. И вот получается повышенное потребление тепловой энергии, которое собственники затем оплачивают в виде корректировки. Завышенная температура обратной сетевой воды на 20%, и это видите и вы тоже, КСК, когда составляете, и получается наш дом потребляет 400 с лишним, не знаю, в чем он там измеряется, объем тепла, в отличие от норматива 200, хотя в других домах еще ниже даже норматива в эти холодные месяцы. И за этим никто не следит, за этими нарушениями. Обращений достаточно большое количество. Мы каждое обращение мы проверяем. Сейчас мы находимся в проверках, результатов пока окончательных еще нет. Ориентировочно когда? По закону мы должны проверить в течение месяца. Расширенный репортаж о встрече интинцев с руководством службы Стройжилтехнадзора Коми смотрите в одном из эфиров 5 канала на следующей неделе. В Инте идет подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду. Проводятся противопаводковые мероприятия, принимаются меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Горожанам рекомендуется соблюдать необходимые требования. В коллективах должны быть проведены инструктажи. Подведомственные территории следует привести в надлежащее состояние. На прошлой неделе в администрации округа прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня находилось несколько вопросов. Один из основных – предстоящий весенний паводок. Специалисты различных служб выступили с краткими докладами о ходе подготовки к возможным последствиям паводка. На объектах ООО «Аграрат» были проведены следующие мероприятия. Был издан приказ о подготовке к работе в период весеннего паводка 2022 года. Был разработан план по проведению работ по подготовке к весеннему паводку, по которому были проведены мероприятия. Проведена ревизия поверхностных и подземных водозаборов, объектов водопроводно-канализационного хозяйства для безаварийной работы в период паводка. Проведен осмотр инженерных сетей, проверено наличие крышек на люках, водопроводных и канализационных колодцев. Установлено круглосуточное дежурство аварийных бригад, руководителей и специалистов соответствующих служб на время прохождения паводка. Создана противопаводковая комиссия для организации подготовки к паводку, осуществления контроля его прохождения, обеспечения взаимодействия в паводке в период с администрацией подразделений МЧС. Разработано мероприятие, обеспечивающее надежную безаварийную работу оборудования сетей зданий сооружений ТСКТ в период прохождения паводка. Запланировано у нас 33 мероприятия, на данный момент 21 мероприятие выполнено, 12 не подошел срок. Также с 1 апреля у нас осуществляется контроль за уровнем воды на береговой насосной станции. На сегодняшний день он без изменений, соответствует зимнему 2,75. Также 3 раза в сутки осуществляется контроль. Замеры уровня воды в районе водозабора осуществляются ежедневно 3 раза в сутки. Проведен осмотр инженерных сетей, проверено наличие крышек на люках водопроводных и канализационных колодцев. Подготовлены аварийно-спасательная группа, спецснаряжение и плавсредства, привлекаемые для ликвидации последствий паводка. Следующий вопрос в повестке заседания – обеспечение пожарной безопасности в городе в преддверии весенне-летнего пожароопасного периода. Начальник отдела надзорной деятельности напомнил, что сейчас по мере схода снега необходимо организовать работу по уборке мусора и сухой травы. У нас уже интенсивно сходит снежный покров, и как сегодняшняя практика показала, то уже некоторые предприятия нам начинают выдавать показатели по сухой растительности на своих территориях. Также я отмечу, что такие территории вот просто, допустим, берем Мартовская, Промышленная, Южный, тут между домами
Баева, Чапаева, Сарая, Дзержинского 21А, за домом между школой 8 и домом. Территория тоже непонятно чья. В сельских населенных пунктах тоже надо обратить на это внимание. Здесь же тоже Морозово, Западный, это то, что нам выдает вот эти постоянно сухую травянистую растительность. Также за мостом сельхозным. Сразу надо обращать на это внимание, потому что будем с таким, если такая погода будет, будем летать уже все майские праздники. Также рекомендовано запланировать и провести целевые противопожарные инструктажи с персоналом всех социально значимых предприятий города и усилить информирование населения и школьников о недопустимости поджигания сухой растительности и осторожном обращении с огнем. Помимо этого, специалисты прорабатывают вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования городского округа НТА подготовлен и проведен совместно с администрацией комплекс мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев на воде, снижение тяжести их последствий, охрану жизни и здоровья населения. Проводится профилактическая работа в школьных учреждениях с населением поселковых деревенских поселений на территории МГУ-НТА с раздачей памяток о безопасности на водных объектах. Вот. Также прошу администрацию МГУ-НТА довести информацию через СМИ до населения о запрете выхода на лед во время его таяния. Вот. И недопущение нахождения несовершеннолетних без присмотра взрослых возле водоемов с целью недопущения несчастных случаев. Сейчас это чаще и чаще все они появляются, дети уже возле реки, она уже в районе ТЭЦа уже открылась, почти вся ниже ТЭЦского моста. Вот, там набережная, люди гуляют, детей очень много. Это надо проработать вопрос, чтобы там без взрослых они не находились. Руководитель администрации еще раз напомнил присутствующим о необходимости мониторинга обстановки в городе и недопущении каких-либо чрезвычайных ситуаций. Всю зиму управляющая компания не вывозила снег со двора. На территории рядом с контейнерной площадкой много мусора. Безнадзорные собаки пугают детей и взрослых. Предприниматели не наводят уборку возле своих торговых объектов. Эти и ряд других жалоб прозвучали в ходе прямой линии, которая прошла в Интинском филиале общественной приемной главы Республики Коми. 27 апреля в общественной приемной главы Республики Коми состоялась прямая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы горожан отвечали первый заместитель руководителя администрации округа Григорий Николаев и директор УЖКХ Екатерина Гутовская. Телефонные звонки начали поступать с первых минут мероприятия. Здравствуйте. Здравствуйте. Куратова 54, вас беспокоит Людмила. Людмила, а отчество можно? Можно без отчества. Хорошо, слушаем вас, Людмила. Дело вот какого плана. Мы живем на Куратова 54, перед нами дом Куратова 52. Всю зиму звезда сталкивала снег с обеих сторон нашего дома. И теперь мы не можем пройти ближе к школе, там куча снега, там детей ведут в детские сады, скрипучие северное сияние, там не пройти. С этой стороны проход к семейному магазину огромная лужа и во дворе огромная гора снега, потому что всю зиму звезда сталкивала, а убирать не убирает. Вот вопрос, когда уберут этот снег, во-первых. Во-вторых, проблема с собаками. Сегодня муж ходил на прием в больницу, сейчас вот снова пошел, его чуть не разорвали собаки на Новой площади. Это как? Когда уже займетесь наконец-то собаками? И еще. Детский мир бывший, знаете, открывали в прошлом году. Когда делали ремонт, там столько окурок накидано, уже все растаяло, все уже убирают свои учреждения, а там не подойти. Николаев Григорий Иванович с вами говорит, первый заместитель руководителя. С управляющей компанией по снегу мы отработаем по этой луже. По собакам я вам могу сказать, было обращение, оно уже зафиксировано по Новой площади. Будем отрабатывать с подрядчиком. Подрядчик наконец-то, в принципе, стал работать. И вот отработали, если, может, заметили, не заметили. У вас же там из Аккуратова 60. Да, 60-го дома каждое утро штук 30 кормят, их тут женщины ходят. Ну, уже оттуда тоже увезли штук 30. Не надо, сегодня только женщина кормила кучу целую. Ну, это есть беда такая, то, что прикармливают, новые собаки там появляются. Да. Будем работать дальше в этом направлении. Спасибо. Значит, магазин
магазинов? С магазином тоже себе пометочку я сделал. Сейчас свяжемся с руководством, чтобы убрали там вокруг территории. Спасибо большое. Жительница дома номер 26А по улице Мира пожаловалась на разбитую дорогу за домом, по которой осуществляется вывоз мусора с контейнерной площадки, находящейся также вблизи жилого строения. Также жительница сетует на то, что мусор с площадки на пустыре разносится ветром и животными вдоль всего дома, и эту территорию никто не убирает. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Мира 26А. Слушаем. Как вас зовут? Мы живем Представьтесь. на участке, который принадлежит 3 управляющим компаниям. Это Приполярье, Восход и Колос. На углу Мира 26А у нас стоят мусорные баки. С 96-го года они стоят. Понимаете, вокруг нашего дома был асфальт. Нашему дому 29 лет. Теперь асфальт провалился. Машины ездят и ездят. Дело в том, что к этим мусорным бакам не подойти. Там очень грязно. Люди не доходят, бросают мешки с мусором сюда, в это болото, вот, которое находится в ГПТУ. И понимаете, дело в чем? Этот участок от мусорных баков до Мира 22 за домом проходит дорога, без конца ездят машины, возят уже фурами мусор. Наш угол дома превращается в городскую огромную свалку. А ветер у нас здесь дует постоянно. И животные, мусор растаскивается везде, аж до столовой. Около Мира 22 мусор дворник сидит, убирает с утра до вечера. А Мира 26 за домом, этот участок получается ничейный, никто не убирает. Баки эти страшные, 15 лет их никто не красил. Ужас, мы живем, ну как будто, не знаю, это какой-то 19 век, а не 21. Ну стыдоба. Они не закрываются, ворон очень много, и животные, собаки, все это растаскивается, и ветер еще вдобавок. Просьба огромная, закрепить дворника с какого-нибудь управляющего этого ЖЭКа, чтобы убирали здесь хотя бы 2 раза в неделю. Надежда Анатольевна, вам ответит первый заместитель руководителя администрации Григорий Иванович Николаев. Да, я ему уже говорила, он меня хорошо знает. Да, Надежда Анатольевна, здравствуйте. Ну, Григорий Иванович. насчет уборки мы с управляющими компаниями переговорим, а то, чтобы отремонтировать, в том числе за домом асфальт, и перед домом у вас тоже все разбито, у меня тесть живет в вашем доме, я-то знаю ваш двор. Да. И поэтому тут надо, чтобы кто-то из жильцов, я не знаю, в управляющую компанию обратился, это надо провести собрание, чтобы вы попали в этот реестр. У нас у нас тут 5-6 хромых старушек, и здоровья нет никакого. Я сама вот не могу, после ковида мне очень-очень плохо, и я сама вот, понимаете, попросили люди, надо позвонить. Ладно, мы напишем письмо в управляющую компанию, чтобы они включили в очередное собрание собственников вопрос проведения ремонта. Несколько вопросов, поступивших на прямую линию, касались благоустройства города, в частности, облагораживания дворовых территорий, ремонта дорог и тротуаров. Дороги. Сейчас я конкретно говорю за дорогу с Западного до Морозова. В том году вы делали дороги, но видели сейчас, в каком состоянии опять эти дороги. Я хотела бы вас, наверное, попросить, подсыпку сделать вот этих ям, которые там есть. С Западного до Морозова. Вот это, где у нас... Да, видим, мы ездим тоже все на машинах, ездят, заправляются, видим, что выбивается там. Сейчас немножко подсушат и будет в рамках содержания будут заделывать эти ямы. Ну, может, хотя бы сначала подсыпку сделать хотя бы этих дорог. Вы понимаете, у нас 3 школьных автобуса ездит Западного. Кристина Ярославовна, у нас на весь город как бы не такая большая сумма, и мы даже сейчас в этом году не можем картами делать, опять будем делать весь город ямочный ремонт. Те деньги, которые выделяются у нас на школьный маршрут, на Верхнюю Инту и Юстедор, на дорогу, 75 миллионов уйдет, это от ЖД вокзала до СКС практически, там, на полдороги, вот, за поворот на Южный. Я читала, ага. Только туда, они целевые, мы не можем взять из тех денег и сделать где-то там. Я вам не говорю, что вы оттуда побрали деньги, я прошу хотя бы сейчас. Я вам говорю, что на следующей неделе будет проводиться ямочный ремонт и начнут с этой дороги. Хорошо.
За час, отведенный на проведение прямой линии, в общественную приемную поступило более 10 телефонных обращений. Многие звонившие задавали по несколько вопросов сразу. Необходимость проведения таких мероприятий не угасает. Контактные данные всех звонивших были занесены в протокол. По каждой заявке будет проведена проверка. Несколько средних специальных учебных заведений Республики Коми объединяются. Реорганизация затронет и Интинский политехнический техникум. В Приполярье будет филиал Воркутинского техникума. Из-за объединения произойдет изменение штатной численности за счет сокращения ставок административно-управленческого персонала. Права обучающихся не будут нарушены. Интинский политехнический техникум в этом году отметил свой 65-летний юбилей. В нашем городе это единственное образовательное учреждение, дающее возможность приобрести профессию уже после 9 класса. Оно всегда пользовалось популярностью у молодежи, что в далекие 60-е годы, что сейчас. За этот период перепрофилироваться под тенденции времени учреждению приходилось неоднократно. Строительство города, обрастание его новыми предприятиями, открытие шахт требовали рабочих профессий – строителей, сварщиков, бурильщиков, скважин, мастеров горного оборудования, машинистов, слесарей, монтеров и многих других. С течением времени появились новые специальности – пекари, кондитеры, повара, продавцы. За эти годы Интинский техникум выучил более 65 тысяч специалистов совершенно разных отраслей. В следующем учебном году Интинский политехнический техникум вновь ждет модернизация. Постановление о реорганизации учреждения было подписано 14 апреля правительством Республики Коми. Как следует из документа, к Воркутинскому политехническому техникуму присоединяют Воркутинский горно-экономический колледж и Интинский политехнический техникум. Новое учреждение образования, скорее всего, будет называться Арктический политехнический колледж, рассказал директор Интинского техникума. После того, как Инта вошла в арктическую зону, будет создано абсолютно новое учреждение под названием Арктический многопрофильный колледж, куда войдут 3 учреждения. Это Воркутинский горно-экономический колледж, Воркутинский политехнический техникум и Интинский политехнический техникум. Что нам это дает? Это дает возможность финансирования из бюджета уже не только республики, но и из федерального бюджета на развитие материально-технической базы, на создание новых лабораторий, что позволит нам значительно улучшить качество подготовки наших студентов. Подготовка будет вестись на более новом уровне за счет средств федерального бюджета. Вот это очень, для меня, как для руководителя, это новая ступень. В результате слияния техникумов и колледжей с одинаковыми программами обучения создаются образовательные организации нового образца. Они усилены за счет объединения опыта и знаний преподавательского состава и мастеров обучения, за счет модернизации мастерских и лабораторий. Сегодня Интинский политехнический техникум перепрофилировался под подготовку специалистов информационных технологий. Набор на следующий год будет проводиться по специальностям графический дизайнер и системный сетевой администратор. Учитывая ситуацию, которая складывается на рынке труда, мы перепрофилируемся и уходим в подготовку IT-технологий. То есть в этом году мы набираем 75 человек, 3 группы по 25 человек. Из них 2 группы – это графический дизайн и системное сетевое администрирование. То есть это те специалисты, которые на сегодняшний день действительно востребованы на рынке труда. Я все-таки приглашаю выпускников 9-11 классов в этом году прийти в техникум вот на те специальности, которые действительно востребованы на рынке труда. Это совершенно новая ступень в нашем развитии. Поэтому я приглашаю всех, мы готовы. С 15 июня начинается прием заявлений.
По большому счету на сегодня это все изменения. Кроме смены названия и принадлежности техникума и новых введенных специальностей, никаких изменений ни для учеников, ни для родителей не предвидится. Обучение проводится, как и раньше, на бюджетной основе. Все социальные гарантии, выплата стипендий сохранены. Сейчас есть один студент, который получает стипендию правительства Российской Федерации. Она составляет 19 500 рублей. Он получает ее ежемесячно. То есть никаких изменений не произойдет. Социальная стипендия – это для тех, кто имеет статус малоимущих, и государственная академическая стипендия – это порядка 3500 рублей. Приемная кампания стартует 15 июня. Отправить пакет документов электронно, а также получить подробную информацию можно через сайт учреждения. Юные интинские артисты готовятся к встрече со зрителями. Во Дворце культуры и техники практически каждый день проводятся репетиции спектакля «Чучело» по одноименной повести Владимира Железнякова. Уже совсем скоро состоится премьера. На главную сцену города выйдет детский театральный коллектив «Спутник». Детский театральный коллектив «Спутник» при Дворце культуры и техники создан несколько лет назад. Его руководитель – молодая, но очень талантливая и творческая девушка Екатерина Канева. Она же является режиссером спектакля, решившимся поставить настоящую драму. Повесть написана уже давно, но с годами проблемы, поднятые автором, не становятся менее острыми. Наш коллектив совершенно молодой. Он создан 4 года назад. В него ходило сначала совершенно немного детей, и к чему мы пришли, что у нас уже 23 человека на сцене. В коллективе дети от 11 лет до 14. Мы за наш недолгий век, у нас была лишь пока одна работа, это бременские музыканты, а впоследствии нам, конечно, помешала ситуация с пандемией. Сейчас мы готовим такую интересную работу, как «Чучело». Ребята очень серьезно к ней относятся. Сами по себе каждый из ребят интересный, потому что у каждого есть своя индивидуальность, у каждого есть свой характер, у каждого есть свое отношение к работе. Каждый чувствует по-своему. И каждый в этой работе, я думаю, находит что-то для себя, потому что и время у нас с вами нелегкое, и ребенок, в первую очередь, это отражение времени, поэтому что происходит вокруг него, он все это отражает. И в этом спектакле мы как раз и показываем, что, к сожалению, тема детской жестокости, она не имеет времени, потому что жестокость почему-то продолжает быть. Спектакль «Чучело» – это история о школьнице, новенькой в классе девочки-подростки, которая оказывается одна против целого класса. Первое знакомство с человеческой жестокостью часто происходит в школьные годы. Проблема подросткового протеста и даже злости не имеет времени. Новомодное слово «буллинг» сегодня знают многие несовершеннолетние. Это травля, агрессивное преследование сверстниками, которое может выражаться по-разному, от непристойных шуток до грубых оскорблений. Тема очень такая непростая, сложная тема подростков. Как в сегодняшнее время, когда дети в основном смотрят они что, в компьютерах сидят, в телефонах сидят. И как вытащить эту живую душу от всего этого, от телефонов, от компьютеров, чтобы они наконец могли говорить то, что они чувствуют, то, что они думают. Потом тема такая, что они же максималисты, подростки. В них очень много этой жесткости, жестокости. И этот спектакль помогает им понять в жизни, что выбор на чем свой остановить, на жестокости или на доброте. Главная роль досталась 13-летней Насте Скорняковой. Ученице 6 класса лицея номер 1 необходимо передать тонкую и ранимую душу Лены Бессольцевой, которую одноклассники называли чучелом. Я хожу в театр уже достаточно давно, по-моему, около 5 лет, может быть больше. Роль мне очень нравится, очень подходит, я думаю. Очень проживаешь сильно.
Главную героиню Лену Бессольцеву обижали из-за ее внешности и из-за того, что ее дедушку в городе считали странным. Все свои деньги он вкладывал в семейную коллекцию картин. Сам же ходил в старой одежде в заплатках. Роль дедушки Николая Бессольцева, который воспитывает единственную внучку, в традициях человеколюбия и милосердия, совести и справедливости мастерски играет режиссер Народного театра «Поиск», заслуженный работник Республики Коми Артур Арзакансян. Катя предложила мне, говорит, попробуйте сыграть дедушку Елены Бессольцевой. Ну, я думаю, почему бы не попробовать? Наверное, возраст соответствует тому, что я могу быть дедушкой. Поэтому тоже для меня это первый такой дебют в роли дедушки. Хотя имею опыт большой уже, да? Не только в качестве режиссера, но и в качестве актера тоже. Поэтому я думаю, это будет очень интересно мне самому попробовать. Тем более это контакт с подростками, которые потом потихоньку вырастут и вольются, может быть, уже во взрослый, молодежный, во взрослый театр. Поэтому такая ступенька такая. Дедушка! Что случилось? Ты упала? Тебя кто-то обидел? Ну за что они тебя? Дедушка, я чучело, я урод, я предательница! Это неправда. Это правда! Да это не может быть правдой. Дедушка, я уезжаю! Так, вот еще новости. Куда ты уезжаешь? К родителям! К родителям. Я тебя не пущу к родителям. И потом, кто сказал, что ты урод? Да ты очень красивая девочка. А когда вырастешь, еще будешь красивее. Да пока вырастешь, 10 раз умрешь! Да что случилось в конце концов? Дедушка, купи себе новое пальто и не кричи на меня! Во-первых, я не кричу. Во-вторых, я могу покричать. Я все-таки твой дедушка. Дедушке с внучкой противостоит жестокий мир, где правят деньги и вещи, где стадное чувство порой сильнее индивидуальности. Роль Димы Сомова, единственного друга главной героини Лены Бессольцевой, играет 13-летний шестиклассник Тимофей Вайс. Если честно, то я играю Диму Сомова. Как по мне, эта роль очень хорошая для меня. Я очень рад, что она мне досталась. Дима Сомов – это просто такой мальчик, который любит, когда все спокойно, помогает своей, можно так сказать, однокласснице, которую все дразнят, обзывают. Мы изначально отрывок из этого спектакля подставили на девочку у нас, Настя Скорнякова, участвовала как раз в мастерах церемонии. И для домашнего задания мы готовили отрывок. И уже каждый там для себя что-то постепенно находил. То есть уже понимала, что что-то в этой работе есть, что каждого цепляет. И вот постепенно мы то одни попробуют почитать, потом другие. То есть каждый что-то для себя находил. И уже методом, в работе видно, кто больше чувствует, для кого этот характер немножко не подходит с его мировоззрением, с его характером. И я думаю, что ребята во-первых, ребята друг друга поддерживают, потому что все же это работа общая, и в театре иначе не должно быть, тем более в любительских театрах. Мне очень приятно, что я хожу в театр. Я давно хожу в театр, и мне досталась эпизодическая роль. Когда Сомов предлагает накопить деньги, я надеюсь, что моя роль будет изюминкой нашего театра. Опытный режиссер Народного театра «Поиск» Артур Арзакансян высоко оценивает работу своей ученицы и теперь уже коллеги по театральному цеху. Екатерина вместе со своими воспитанниками проживает каждую роль, помогает детям раскрыться, быть более раскрепощенными, лучше чувствовать и передавать эмоции зрителям. В театре я уже 14 лет. Я с детства здесь нахожусь. Мой первый руководитель Екатерина Александровна Довганич. Она, к сожалению, уже уехала из нашего города. Потом, впоследствии, я перешла к Артуру Тёновичу. Артур Тёнович – это моя душа, я бы так назвала, потому что человек, который меня всегда поддерживает, всегда подскажет, всегда рядом. И как-то, знаете, на подходе к 11 классу стоял вопрос. Я уже понимала, что я пойду только куда-то в театральную творческую сферу, и поэтому
Я сначала думала в актерское, а потом мне как-то Артур Артемьевич: слушай, ты не хочешь попробовать себя в режиссуре? Я такая: опа, что-то интересное. И думаю, а что такое? Даже не думала просто об этом. Думаю, надо попробовать. И как-то летом думала, а может попробовать свой детский коллектив создать. И вот так поделилась с Артуром Артемьевичем. Он мне сам сначала предложил, как-то у нас с ним мысли совпали, и вот и открылся у нас детский театральный коллектив «Спутник». А сейчас еще есть детский театральный коллектив «Мечта», для совсем юных артистов. Впоследствии я поступила в институт в Санкт-Петербурге, институт культуры. Начало очень хорошее, потому что она человек творческий, вот, и набирает как бы опыт, да, свой опыт набирает. Вот. И я думаю, чем больше она будет погружаться в этот мир, да, мир режиссуры, вот, чем больше она будет с ребятами это все делать, тем больше она наберется этого опыта. И уже, я думаю, что с каждым разом у нее будет спектакли все интереснее и интереснее. Вот, тем более у нее есть коллектив, да, уже, который начинает складываться, да, вот, собирается. И отношение у нее к ребятам очень такое серьезное. Вот. Она для них не только, я имею в виду, как педагог, режиссер, ну и как друг, вот, старший. Много заботы проявляет, много тепла им дает, своей доброты. Вот. Ну, естественно, то, чего она умеет, вот, все свои знания, все свои умения, которые у нее вот сейчас уже накопилось, она передает ребятам и требует от них, чтобы они серьезно относились к этому делу, потому что театр – это очень сложный организм. Показ спектакля «Чучело» детского театрального коллектива «Спутник» состоится 30 апреля. Его полезно будет посмотреть не только школьникам. Увидеть со стороны, какие могут быть подростки, иногда нужно и взрослым, особенно родителям и учителям. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, подписывайтесь на наши YouTube и Рутуб каналы, группу ВКонтакте и будьте в курсе значимых событий НТ. Всего доброго и до свидания.